наличие предустановленного эксклюзивного софта от Nokia, среди которого хотелось бы выделить навигационные карты. Отличительной чертой новых моделей от Nokia является наличие у Marketplace специального фирменного ПО, доступного владельцам данных аппаратов. Стоит отметить такие приложения. Музыка Nokia. Программа для бесплатного прослушивания музыки и радио через интернет с каталогов Nokia. Перенос контактов. Помощник для легкого переноса контактов с других устройств. Nokia Навигатор. Программа навигации для автомобилистов с подсказками 2D и 3D режимами, да еще и с ежемесячными обновлениями. App Highlights. Интересный модуль с рекомендуемыми приложениями. И, наконец, карты Nokia. Знаменитые навигационные карты с возможностью выбора типа передвижения на автомобиле, пешком или общественным транспортом. Для полноценного функционирования смартфона необходим аккаунт Microsoft Live ID. Nokia Lumia 800 работает на базе одноядерного процессора Qualcomm MSM8255 с частотой 1,4 ГГц. Также здесь есть 512 МБ оперативной памяти и 16 ГБ флеш-хранилища. Казалось бы, 16 ГБ это мало, но благо компания Microsoft выручает пользователей VP7 смартфонов и дарит им по 25 ГБ пространства на облачном хранилище SkyDrive. Также здесь присутствует Wi-Fi, Bluetooth ограниченной функциональности, GPS-модуль хорошей точности и поддержка DLNA. Производительность смартфона на достаточно высоком уровне. Интерфейс не тормозит, игры идут без проблем. Неконвертированное видео в 1080p аппарат воспроизводит без заминок. Использование Zune, с моей точки зрения, стало не самым продуманным вариантом для заливки медиаконтента на смартфон. Но деваться некуда. К тому же, если сравнить его и iTunes по критериям интуитивности и удобства, то становится ясно, что решение от Microsoft как минимум не хуже. Аппарат не поражает своей автономностью. От аккумулятора в 1450 мАч он не дотягивает до 2 дней полноценной работы. 8-мегапиксельная камера достаточно неплохая и снимает видео в 720p. Присутствует множество настроек, радует качество снимков, детализация и цветопередача. Впечатлила скорострельность в фоторежиме и скорость автофокусировки на заданной точке. Смело можно сказать, что у Nokia получился вполне сбалансированный смартфон с практичным